Здравствуйте! В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Коротко о главных событиях. Глава Якутии посетил объекты строительства и реконструкции города Якутска. Расскажем, какие работы были сделаны и что планируется в скором времени. День, который надолго запомнится жителям 17-го квартала. Началось строительство нового микрорайона «Спортивных». Объединение сотрудников Поспредства Якутии и волонтерам. Вот уже почти год в стране работает единый координационный центр. В какой поддержке нуждаются военнослужащие, расскажем подробнее. Не за горами 1 сентября. Вместе со школьными буднями наступает и нелегкий период адаптации ребенка к новым условиям. Занятия в кружках помогают воспитанникам раскрывать таланты. С сегодняшнего дня началась запись на бесплатные кружки в столице региона. Глава Якутии посетил объекты строительства и реконструкции города Якутска. Был проведен осмотр улицы Винокурова на участке от улицы Чайковского до улицы Ильминской, многофункционального спортивного зала и озера Сайсары. Какие работы были сделаны, что планируется в скором времени, нам расскажет Марина Захарова. Строительство спортивного комплекса в Сайсарском районе было начато весной этого года. На данный момент готовность объекта составляет около 25–30%, и по плану он будет сдан в мае следующего года, как раз к началу игр «Дети Азии». Один из объектов, который будет принимать «Дети Азии». И с вводом этого объекта мы надеемся на бурное развитие нашей спортивной и художественной гимнастики. Сейчас ведутся работы по установке металлоконструкций. В ноябре планируем закрыть тепловой контур и запустить тепло, чтобы в зимний период там начать внутренние работы по внутренней отделке. Также одним из самых важных и масштабных событий этого года является начало работ по благоустройству озера Сайсары. У нас сегодня происходит знаменательное событие – благоустройство нашего Сайсарского озера. В прошлом году мы выиграли федеральный проект. На данный момент видим его реализацию. Сейчас идут укрепительные работы береговой линии. Дело в том, что у нас ранее здесь была проблема, обваливалась плитка. Сейчас, чтобы исправить ситуацию, производятся укрепительные работы. Проект будет реализовываться планомерно, по участкам которых всего 6. В плане предусмотрено как озеленение, так и ремонт дорог, тротуаров, также проложат велосипедные и беговые дорожки. Будут построены мосты, пирсы, детские площадки. Сквер Матери подвергнется полной реконструкции, а на его территории появится теплый павильон. На завершение всех работ по благоустройству озера уйдет примерно 3 года. Все идет по графику. В этом году вот те запланированные объемы, которые у нас сейчас выполняются, будут выполнены тоже вот до конца осени. И в следующем году уже продолжим всю работу. В основном, конечно, это велопешеходные зоны, зоны с малыми архитектурными формами, спортивные, соответственно, это в районе Триумфа. И, естественно, декоративное освещение для того, чтобы здесь было приятно всем проводить время. Вообще, в целом, конечно, это большое место притяжения будет для горожан. Поэтому постараемся сделать все красиво. Улицу Винокурова протяженностью чуть более 1 километра тоже реконструируют. Обновят дорожное покрытие, тротуары и бордюры. На заключительном этапе будут посажены газон, кустарники и деревья. Общая строительная готовность составляет 40%. Работы завершатся в сентябре этого года. Марина Захарова, Владимир Павлов, Якутск. Для жителей 17-го квартала города Якутска сегодняшний день запомнится в особенности. В районе забили и установили первую сваю первого 12-этажного многоквартирного каменного дома. Район в будущем будет называться «Спортивный». Здесь снесут 161 старый деревянный дом и вместо этого построят 46 многоквартирных. А также 2 новые современные школы, 2 детских сада и большой спортивный комплекс. Работу разделили на 5 этапов. В этом году начнется строительство 2 многоэтажных домов, детского сада и спортивного комплекса. А весь новый квартал «Спортивный» появится в Якутске в 2023 году. Ценой титанических усилий главы республики была получена возможность в текущих условиях, непростых, но начать немедленно в этом году переселение жителей 17-го, 2-го и 4-го кварталов. Таким образом, мы стоим сейчас на месте, где будет построен новый суперсовременный квартал, 46 многоквартирных высоких домов со всей инфраструктурой. Те жители, которые многими годы ждали этого счастливого часа, он наступает уже сегодня. В этом году 11 домов уже будут переселены, и сейчас вот эта первая свая, она будет началом строительства суперсовременного дома, который уже в 2025 году заселит жителей.
1 сентября планируется запуск отопления в Якутске. Уточняется, что подача отопления с первого дня осени планируется не только в социальные объекты, но и в жилые дома. Указанное решение принято на основании прогнозов УГМС. В начале сентября ожидается понижение ночной температуры до 0 градусов. Для бесперебойной подачи ленским предприятиям тепловых и электрических сетей и жителям города ресурсов требуется своевременная оплата коммунальных услуг. Много лет специалисты ЛПТС борются с задолжниками, и только в этом году ситуация стала улучшаться. Люди стали активнее оплачивать потребляемые услуги, пенсионеры вносят оплату в кассу предприятия, но большинство потребителей перешли на онлайн-оплату в мобильных приложениях Сбербанка и ВТБ. С этого года заработало еще одно приложение «Квартплата плюс». Федеральное мобильное приложение по оплате за коммунальные ресурсы, да, там не только наши услуги, да, но и электроэнергия, услуги управляющей компании, да, и вывоз мусора, да. Также через это приложение можно подавать показания приборов учета, ну и в целом информировать оно о задолженности, да, перед поставщиками коммунальных ресурсов. Помимо этого, предприятие проводит акции по прощению пений, а в октябре для добросовестных плательщиков ЛПТС проведет еще одно дополнительное мероприятие с розыгрышем призов и купонов на оплату коммунальных ресурсов. В республике продолжается мера поддержки участникам СВО и членам их семей. По состоянию на 25 августа 40 семьям оказана материальная помощь на газификацию жилых домов. 100 близких родственников военнослужащих получили помощь на санаторно-курортное лечение. 144 члена семей бойцов получили помощь на выезд к месту лечения военнослужащего. Помимо этого, 272 участника СВО и 491 член семьи прошли реабилитацию в медучреждениях. Также участники СВО и члены их семей смогут трудоустроиться и обучиться. Правительство республики ведет работу по систематизации мер социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей как на региональном, так и муниципальном уровне. Готовится проект указа главы республики о поддержке участников специальной военной операции и членов их семей, который систематизирует все действующие меры и которые распространяются на широкий спектр жизнедеятельности, начиная от социальной помощи, заканчивая льготами в образовательной сфере. В октябре 2022 года Якутия создала единый координационный центр по решению задач в рамках СВО и курирует самые разные вопросы – от восстановления новых территорий до оказания помощи бойцам специальной военной операции и их семьям. Центр базируется в постоянном представительстве Якутии в столице России и объединяет сотрудников постпредства и волонтеров. Для обращений граждан работает горячая линия 122. В какой поддержке нуждаются военнослужащие – об этом в следующем материале. Сегодня единый координационный центр курирует все вопросы, связанные со специальной военной операцией. Выстроена работа с опорными пунктами, которые действуют непосредственно на линии соприкосновения. Отлажено взаимодействие с госпиталями, с сопровождением раненых и их реабилитацией. Обращаются в центр и ребята, которые едут в отпуск из зоны боевых действий. Как только им дают в устном порядке приказ о том, что вы, военнослужащие, едете в отпуск, они сами нам звонят. Мы с ними уже 24/7 на связи. После того, как они прибывают, у нас полное идет сопровождение военнослужащих. Они не знают, какой маршрут, как им передвигаться. Они 10 месяцев не видели мирной жизни, поэтому им сложно адаптироваться в данной ситуации. Даже такой простой вопрос, как размещение и покупка билетов, может стать для военнослужащего проблемой. Многие из них приезжают без документов. Сотрудники единого координационного центра наладили связи с московскими МФЦ, и теперь наши бойцы могут быстро решить и этот вопрос. Я пришел по ранению, побывал в госпитале. С госпиталя меня выпустили, сказали, все хорошо. Потом, когда меня выпустили, я приехал в Москву, что
мне сделали, что в документах. У меня документов не было, ни карты, ни документов. А тут сюда пришел. В единый координационный центр поступает около 1000 обращений в сутки. Это самые разные вопросы, причем некоторые из них решаются даже на передовой. Очень помог здесь работать Давид Архан. Он подошел в штаб нашу часть и меня вытащил с передка. Чтобы демобилизоваться, он мне помог. И вот меня демобилизовали по возрастной категории. Отдельная часть работы ЕКЦ и волонтеров – это помощь раненым. В госпиталь они часто попадают без личных вещей, и для них собираются специальные наборы. Обычно туда входит белье, одежда, средства личной гигиены, также продуктовые наборы с якутской едой. Наши работники уточняют, что необходимо конкретному бойцу, привозят это в госпиталь. В случае, если нашим землякам удается попасть в госпиталь, тогда налаживается уже личный контакт с военнослужащим, и это всегда очень хорошо, потому что ребята могут задать те вопросы, которые, возможно, не могут задать по телефону или по мессенджерам. Обратиться за подробной консультацией по любым вопросам, связанным с СВО, можно по номеру горячей линии 122 и по телефонам постоянного представительства Якутии в Москве. Они указаны на сайте Постсредства. Максим Кардозу, Григорий Николаев, Анастасия Данилова, Москва. Всего 371 субботник на территории общей площадью 685 тысяч километров провели с февраля текущего года в республике. Наиболее активными участниками акции «Вода России» стали Мегино-Кангаласский и Вилюйский районы. До окончания акции «Вода России» остается 1 месяц. Организаторы призывают всех жителей республики к активному участию по уборке прибрежных территорий. Сейчас за время действия акции всего приняли участие 17 678 якутян. Проект «Твое пространство развития» запустят для трудоустройства выпускников в районах республики. По словам авторов инициативы, основной причиной нежелания начинать карьеру с муниципального района студенты называют отсутствие возможностей для самореализации и карьерного роста, низкий уровень заработной платы. При этом у самих муниципальных районов отсутствуют инструменты взаимодействия и привлечения потенциальных кадров из числа молодых специалистов. Проект будет реализован в 3 этапа: формирование проектных команд, выездная работа в муниципальных районы и презентация разработок молодых специалистов. Цифровой колледж университета «Синергия» начнет работу с 1 сентября. В Якутске начнут преподавать мультипликаторы известной российской киностудии «Союз мультфильм». Педагоги практики будут обучать анимационному искусству, визуальным спецэффектам и моушн-дизайну. Также в цифровом колледже «Синергии» в Якутске можно будет обучиться программированию, цифровому маркетингу, сетевому и системному администрированию, веб- и мультимедийной разработке, информационной безопасности и графическому дизайну. Для выпускников 9 классов обучение будет длиться 4 года, а для выпускников 11-х – 3. Госинспекторы по пожарному надзору в преддверии нового учебного года зарегистрировали нарушения пожарной безопасности в 99 образовательных учреждениях Якутии. Сотрудники обращают особое внимание на наличие исправности автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения, управления эвакуацией людей, первичных средств пожаротушения, противопожарного водоснабжения, состоянию путей эвакуации, исправности электрооборудования, знанию персоналом действий в случае ЧС. На данный момент специалисты МЧС России провели 458 проверок, возбудили и рассмотрели 124 административных дела, в том числе в отношении 16 юридических лиц и 108 должностных лиц. Уже через несколько дней наступит День знаний, и подготовка детей к новому учебному году идет полным ходом. Акция «Собери ребенка в школу» продолжает предоставлять помощь тем, кто испытывает финансовые трудности, многодетным семьям, с детьми с ограниченными возможностями, а также детям участников СВО. Детям дарят все необходимые школьные принадлежности, чтобы ничто не мешало им получать новые знания. Акция проходит ежегодно с 2014 года на всей территории России. Я бабушкой являюсь. Моя дочь, она участник специальной военной операции, она врач, работает в военном госпитале. Но она вдова, у нее муж умер, 3 детей. Сейчас она на линии, на красной зоне находится. И это будет очень приятно для нее. Мы, конечно, ей сообщим, что нам оказали такую большую помощь для ее детей. Мы нуждаемся в такой поддержке.
Не за горами 1 сентября. Вместе со школьными буднями наступает и нелегкий период адаптации ребенка к новым условиям. Как помочь ему легко влиться в школьные будни, как физически, так и психологически, расскажем далее. Ни для кого не секрет, что при переходе в новую социальную среду ребенок болезненно воспринимает окружающую обстановку. В это время он может стать нервным и плаксивым. Психологи отмечают, что в такой момент ему в первую очередь нужна родительская поддержка. И ни в коем случае нельзя ребенка пугать школой или учителями. Первое, это вам важно с родителем составить вместе с первоклассником распорядок дня и обязательно соблюдать его. Также второе, интересуйтесь, как прошел день, задавайте вопрос, что было интересного, что тебя удивило. И важно, чтобы ребеночек делился своими открытиями, впечатлениями. Также третье, помогайте обязательно ребенку наладить общение с одноклассниками и также со своим классным руководителем. Кроме того, при поступлении в школу многие дети начинают болеть. Чаще всего это происходит после первой недели обучения. Поэтому первое, что должны сделать родители, это позаботиться о здоровье ребенка заранее. Наладить режим дня, питания и гигиены. Также немаловажное значение имеет иммунизация. Это сезонные прививки и витаминизация. Настоятельно рекомендую давать витамин С, витамин D и омегу-3. Вот эти самые необходимые витамины, которые даже можно без назначения врача, то есть давать родителям, потому что у нас все равно нехватка идет. Солнца мало, как говорится, и тем более сейчас осенью начинаются дожди и так далее. Чтобы дети меньше болели, чтобы иммунитет у них крепкий был. И давать водички детям с собой обязательно. Надо приучать детям пить воду. Стоит также помнить, что темпы адаптации у каждого ребенка индивидуальны, поэтому психологи и врачи сходятся во мнении, что родителям стоит быть в этот момент максимально внимательными к своему ребенку и не перегружать его. Мария Кардашевская, Джулстан Иннокентьев, Якутск. Как одна большая дружная семья, так говорят студенты агротехнологического университета. С 21 августа молодых людей заселяют в общежитие высшего учебного заведения. Так, в корпусе номер 1 размещаются студенты из 6 факультетов. На сегодня заселились порядка 50 студентов. Заселение производится в порядке очереди. Сумма оплаты за проживание в общежитиях составляет в год 17 тысяч рублей. Льготами пользуются сироты, инвалиды и студенты участников СВО. В одном отсеке имеется 5 комнат, 1 кухня, 2 туалета, 2 ванные комнаты. И в каждой комнате максимум могут проживать 4 человека, минимум по 2 человека. Этим летом ремонт был по водоснабжению и мелкий косметический ремонт. И сами студенты, когда выселялись, все покомнатно убирались. Все подготовили свои комнаты к следующему заселению. Мобильные врачи спешат на помощь. В 13 арктических районах республики уже второй раз за этот год работают мобильные бригады. Они включают в себя более 10 докторов, которые берут все необходимые анализы, проводят полный медицинский осмотр желающих и при необходимости берут под наблюдение или назначают до обследования в Якутском онкологическом диспансере и кардиососудистом центре. За это время охвачены все 89 населенных пунктов арктических улусов. В августе к докторам обратились около 21 тысячи жителей. Под наблюдение взято более 1000 человек. Всего в этом месяце планируется охватить 7 районов и далее в сентябре еще 6 районов. Под диспансерное наблюдение наших специалистов взято порядка 1200 человек, и более 2600 человек были направлены на дообследование с различными диагнозами в специализированные и республиканские медицинские организации города Якутска. Из них доехало уже, наверное, порядка 500 человек. Здоровый образ жизни как основа здоровой нации. Так, в медицинских учреждениях по всей стране идут плановые мероприятия, направленные на профилактику неинфекционных заболеваний среди детей школьного возраста. С 28 августа по 3 сентября врачи проводят школы здоровья для детей и их родителей, учат грамотно проводить закаливание, витаминизацию. Врачи напоминают о том, что основными общими мерами профилактики неинфекционных заболеваний являются не только здоровое питание и контроль веса, но и в первую очередь отказ от вредных привычек.
Сейчас как бы бытует мнение, все-таки подростки более привержены к здоровому образу жизни. Они занимаются спортом. Не так много детей с ожирением, допустим, да, все-таки они стараются правильно питаться. Но это большая заслуга еще родителей, потому что родители сейчас повсеместно тоже как бы больше привержены к правильному питанию. Поэтому они детей своих тоже приучают к этому. Это радует. Я, в общем, как бы в целом статистику веду, и больше все-таки тех детей, которые ведут активный образ жизни, спортом занимаются, волонтерство и так далее. В Якутске началась запись в детские кружки и секции. Так, во Дворце детства детей обучат по 6 направлениям. Это технические, художественные, социально-гуманитарные, а также декоративно-прикладное искусство. С сегодняшнего дня проводится запись в кружки детского творчества по любому направлению. Можно записаться самостоятельно через сервис госуслуг, либо подойти в Дворец детского творчества. Дворец детского творчества является одним из крупнейших учреждений дополнительного образования республики и работает по 6 направленностям дополнительного образования. В этом году мы написали проект с ребятами постарше. Этот проект выиграл грант главы Республики Саха-Якутия. «Дорога и добра» наш проект называется. Это проведение творческих занятий для детей, находящихся на длительном лечении в медицинском центре. Аудиокниги – прекрасный способ познакомиться с мировой литературой и тем, кто испытывает проблемы со зрением. Так, в республике организовали благотворительный проект озвучивания книг для слепых на 2 языках, в котором слушатель может прислать заявку на нужную ему книгу и автора. Затем в течение определенного времени команда волонтеров озвучивает книгу и оказывается в группе в свободном доступе. Участвуют добровольцы и присоединяются желающие для озвучки аудиокниг творческие люди, обладающие грамотной устной речью, не имеющие дефектов. Благодаря общим усилиям библиотечной системы Якутии республика удостоилась особого статуса «Территория книг и чтения» всероссийского конкурса «Самый читающий регион». В завершении выпуска о погоде. Жаркая погода продержится в некоторых районах республики и в Якутске до четверга. В большинстве районов республики в первой половине недели ожидается погода без осадков, и температура воздуха поднимется до плюс 30 градусов. Небольшой дождь возможен во вторник в Оленёкском и Устьянском районах, в Мирнинском районе местами гроза. Ветер будет умеренным. На побережье Арктики синоптики прогнозируют порывы до 15-20 метров в секунду. Днем воздух в Якутии прогреется до плюс 24, плюс 29. На севере плюс 18, плюс 23, на юге и юго-западе плюс 25, плюс 30, в Якутске с 29 по 31 августа преимущественно без осадков. Ветер западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 12, днем плюс 27, плюс 29. К этому часу это вся информация. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. До встречи в эфире.